Привет! В эфире передача о крутых и талантливых подростках. Кажется, что они все могут, знают, чего хотят и четко добиваются своих целей. Вы смотрите проект «Выше всех». Все наши герои, на первый взгляд, обычные парни и девушки. Да, но только они умеют правильно расставлять приоритеты и ежедневно самосовершенствоваться. «Выше всех» — это мотивационный проект для подростков. Если ты ведешь активный образ жизни, занимаешься спортом, творчеством, а школа для тебя — это не только источник знаний, но и платформа для самовыражения, тебе к нам. Каждую неделю «Выше всех» знакомит с одним героем, парнем или девушкой. Эти ребята оставили свои заявки в нашей официальной группе ВКонтакте. В конце сезона путем зрительского голосования мы определим победителя. Ему вселенское уважение, космический респект, аплодисменты планетарного масштаба и, конечно же, от нас крутой подарок. Фотосет с классом и памятные альбомы. Будь выше всех, звезды всегда заметны. Привет, Гулюза. Привет, Марсель. Как доехала? Хорошо, спасибо. Расскажи о своих интересах, чем ты увлекаешься, что тебе нравится. Ну, самое основное – это, конечно, школа. Но после школы я люблю заниматься пением и хожу на кружок домбры. Это мне очень нравится. А почему именно домбра? Ну, например, не гитара. Ну, просто это башкирский национальный инструмент. Мне понравилось его звучание, и я решила ходить к учителю, который в Давлекановской школе искусств преподает в классе домбры. А вообще тебе сначала это тяжело давалось? Или, может быть, ты сразу вот почувствовал, что это твой инструмент, и тебе прям вот все хорошо получалось? Все с самого начала шло очень хорошо. Он очень легко дался мне. А ты с ним где-нибудь уже выступала? Ну, может быть, на каких мероприятиях, выступлениях? Да, я пела кубаеры и выступала на отчетных концертах музыкальной школы. А можешь что-нибудь сыграть? Просто по звучанию интересно. Могу. А можно мне попробовать сыграть? Просто Да, конечно. Вот очень интересно. Вот это медиатор держи. Угу. Круто я играю. Я что-то знаю. Ну, в общем. Когда меня брали играть на гитару, точнее, меня не взяли играть на гитару, потому что у меня еще не сформированы полностью пальцы, и это могло сильно повлиять на, ну, так сказать, подушечки. Ты не сталкивался с такой проблемой, что тебя не пустили играть на домбре? Нет, такой проблемы не было, но когда я начала играть, первое время болели подушечки пальцев. Но это совершенно нормально, так сказал мой учитель, потому что пальцы сначала немножко стираются и мозолятся, но потом все хорошо. Также ты занимаешься пением. А пение как-то связано с домброй? Сначала пела, одна в соль, ну, сольно пела, и только потом пошла на кружок домбры. Там уже вместе с домброй пою теперь. Я выступаю на сцене уже долгое время, поэтому особого волнения не чувствуется. Есть только немножко переживания по поводу того, что песня новая, и еще ни разу на сцену ее не пела. В каком стиле ты поешь? Ну, обычно я пою башкирские песни, как эстрадные, так и народные, но мне больше нравятся народные. А есть у тебя какие-нибудь кумиры, твои любимые исполнители?
Ну, вообще я слушаю музыку на разных языках, поэтому таковых нет. А какие цели у тебя есть на музыку? Ну, может быть, ты хотела бы получить, например, гран-при в каком-нибудь определенном конкурсе или премию? Ну, таких целей нет, но я просто занимаюсь тем, что мне интересно. Her bir фразада должно быть своя кульминация, свое развитие. Вот попробуй еще раз. А ты в своей школе выступаешь? Да, выступаю. Как твои учителя и друзья относятся к тому, что ты играешь на думбре и занимаешься вокалом? Им очень нравится, хотя у нас и русская школа, но всем очень нравится мое пение, игра на думбре, и никто этому не противится. У меня есть несколько музыкальных инструментов. Вот, например, баян. Это самый старый музыкальный инструмент, на нем еще мама играла. Я тоже пытаюсь немножко играть. Ну, я обычно на нем играю только летом, поэтому сейчас особо не получается. Также вот у меня есть флейта. Это точнее блок-флейта. На ней тоже сейчас особо играть времени нет, поэтому играю летом. Также у меня вот есть курай. На нем изначально играл мой братишка, но потом мне тоже стало интересно, я тоже стала играть. Как ты участвуешь помимо концертов в общественной жизни школы? В нашей школе очень часто организовываются различные мероприятия, такие как «А ну-ка, девушки», «А ну-ка, парни». И там мы постоянно с классом готовим какие-то номера. Обычно мы разделяем по ролям, то есть кто-то придумывает сценарий, кто-то ищет музыку, кто-то уже будет играть определенную роль и уже учит слова. Я у тебя перебью. Какую роль ты обычно получаешь? Обычно, как организатор, я выполняю роль или ведущего, или какие-нибудь второстепенные роли. Какие у тебя отношения с одноклассниками? Мои одноклассники очень дружелюбные, мы с ними как одна команда, одна семья. Все дружим с друг другом. Отношения очень хорошие, теплые. Голосуйте за меня, потому что я... Я вот на столе вижу замечательный головной убор. Расскажи, зачем ты его делала и где ты с ним выступала, может быть? Это башкирский головной убор «Кашмау». Я его делала на Республиканскую олимпиаду по технологии, но она туда, к сожалению, не прошла. Я, видимо, что-то неправильно печатала в работе. А так теперь я ее использую в различных концертах, когда пою башкирские народные песни. А сколько времени у тебя ушло на то, чтобы изготовить этот головной убор? Ну, я его готовила круглыми сутками целую неделю. А так, наверное, если очень аккуратно распределять время промежутками такими маленькими, то будет где-то 1 месяц, наверное. У тебя также очень много дипломов, но это, наверное, основные. Расскажи об одном из них. Как ты их получила, за что? Я выборочно принесла несколько дипломов, но самый основной – это вот этот. Это диплом, вот посмотри. Я стала лауреатом премии имени Расимова Раксиной в 2015 году. Это был год литературы. Она присуждается с 2015 года всем молодым поэтам. А как ты вообще начала писать стихи? Я начала писать стихи от скуки. Просто было скучно и захотела что-то такое написать. И с первого раза как-то получилось. Вот это мой черновик. Здесь я пишу изначально все свои стихи. Конечно, не все они потом печатаются.
Также здесь есть сценарии на некоторые большие рассказы. Например, вот рассказ, поэма Мустай Карима «Ульмадбай». Это сценарий, сценки. В прошлом году выпустили вот такую книгу, называется «Адаби Нагыш». Сюда вошли произведения всех молодых писателей и поэтов Республики Башкортостан. Сюда вошли и мои стихотворения тоже. В рубрику «Яқты менің хаялым». А где ты черпаешь вдохновение на то, чтобы писать стихи? От природы. Природа, она очень красивая. И смотря на нее, можно написать очень много стихов. Можешь прочитать какой-нибудь отрывочек? Давай я тебе расскажу мое первое стихотворение. Оно называлось «Матуркай Куян». Красавчик-заяц. Матуркай Куян үйге югірген. Оның артынан түлкі югірген. Қапыл Куянкай кірді өңіне, ауас түлкі кетті үйіне. Здорово. Я вот понял, что зайчик убежал от лисы, и из-за этого он красавчик, да? Ну, можно считать так. А в какие моменты ты пишешь стихи? Ну, обычно стихи пишутся ночью. Почему, не знаю. Ну, наверное, появляются какие-нибудь мысли, да, на конец дня. Может, наверное, потому что тихо, можно обдумать то, что произошло сегодня. Гульза, я желаю тебе удачи, чтобы было больше намного целей, и ты их всегда достигала. Спасибо. Пока. Пока. Наша героиня нашла себя в народной музыке. Пожелаем ей удачи в этом направлении. И, конечно же, победы в нашем конкурсе. Поддержите Гульзу в финале. А также помните, что звезды всегда заметны. Будьте выше всех. До новых встреч!